Сейчас я буду обработать прорезной карман с листочкой вточными концами. Детали кроя: основную деталь, 2 подкладки, подзор, листочка. Наметить на изделие с помощью 4 линий, которые определяют размеры: в длину вход в карман 12 см, а в ширину 2 см. С изнаночной стороны изделия место расположения кармана укрепляем флизелином. Заготовка листочки: раскроить прямоугольник со сторонами 14 см на 6 см. С изнаночной стороны половину листочки укрепить флизелином. Сложить деталь пополам, изнаночную сторону вовнутрь, приутюжить от сгиба листочки к срезам, отметим 2 см. Теперь соединяем первые детали подкладки с листочкой, срезы деталей совместим друг с другом. Закалывала булавками, и нужно сейчас стачать шириной шва 0,7-1 см. Припуск выполненного шва заутюживает на подкладку. Теперь соединение второй детали подкладки с подзором. Вторую часть деталь подкладки и подзора сложить деталь лицом к лицу, совмещая срезы, закалываем булавками и стачать ширину шва 0,7-1 см. Припуск выполненного шва заутюжить на подкладку. Соединение листочки и первой детали кармана с основной деталью. Сложить листочку с притаченной к ней деталью подкладки на размеченное место под карман нижней горизонтальной линии. Сметываем и стачиваем по линии, определяющей ширине листочки в готовом виде. Перегнуть деталь подкладки в обратную сторону. Соединение подзора и второй подкладки кармана с основной деталью на верхнюю горизонтальную. Подзор, соединенный швом с одной из деталей подкладки с лицевой стороны, укладывается на лицевую сторону изделия, уравнивает место расположения подзора с краями перетаченной уже листочки линию шва на подзоре, совместив с верхней горизонтальной линией рамки на изделии и детали. Закалываем булавками и стачиваем на ширину шва 0,7-1 см. С изнаночной стороны изделия начертить рамку, соединив концы выполненных строчек линиями. Посередине рамки провести еще одну линию от коротких поперечных сторон. Деталь разрезать по линии середины начерченной рамки. Дальше по линиям к углам, не доходя до конечных точек 0,1-0,2 мм. Образовавшийся разрез вывернула на изнаночную сторону изделия все притаченные детали. Расправила все детали, швы и выметала косыми стежками шов притачивания подзора и листочки. Приметать край листочки и рамки в кармане для того, чтобы деталь листочки не перекосилась. При пуске шва притачивания подзора можно заутюжить на подзор или разутюжить. Когда ткань толстая или изделие будет выполняться с подкладкой, шов можно разутюжить. И по линии рамки проложить строчку короткая сторона листочки и уголок входа в карман. Одновременно с закреплением коротких строчек кармана строчки продолжить и по деталям подкладки. Вот что у меня получилось. Все смяточные нитки временного назначения убираем. Готовый карман приутюживаем через проутюженных с изнаночной стороны.